Всем привет! В конце года принято подводить итоги, загадывать желания и выяснять, что ждет в новом году. Предлагаю не гадать, а спросить знающих людей, для которых предсказания – это часть работы. Чего ждать от 2023-го жителям Казахстана, расскажет экономист, политолог, астролог и метеоролог. Небольшой спойлер – экономика висит на волоске, во внешней политике большие опасности, ретроградный Меркурий настигнет дважды. Все сжег. 2022 можно назвать самым страшным годом. Страшно было всем, без исключения. Учителям и врачам, бизнесменам и офисным работникам, чиновникам и таксистам, президентам и дворникам. В самом начале года Казахстан попал во все новостные сводки. В стране произошли события, которые теперь называют одним словом «кантар». Мир узнавал подробности быстрее, чем казахстанцы. Чтобы выяснить, что происходит в Алматы, приходилось пользоваться устройством, которое в наших квартирах уже давно выполняет другую функцию – Netflix на сериальную или YouTube на синетракторную. На несколько дней не Инстаграм или лента Фейсбука, а именно телевизор стал главным источником информации, потому как интернет и любой другой вид связи, как свет в 90-х, давали на пару часов в день. Было страшно за жизни своих и детей, друзей и родных в городах, где происходили беспорядки. Руководители страны, судя по всему, тоже боялись за то, что не устоят у власти. События января поначалу действительно многое изменили. Они стали поводом, чтобы внести поправки в Конституцию с новыми сроками для президента, теперь одним 7-летним, и лишением статуса лидера нации первого главы государства. А самое главное, было объявлено о строительстве нового Казахстана с желанием получить справедливую страну, образованных людей с высокими доходами, конкурентную экономику. Пока получаются лишь интернет-мемы. У некоторых политологов еще сохраняется надежда, что что-то удастся изменить. Это и выборы в Мажилис, и выборы акимов сельских округов. Если до январских событий, многие считали, что эти выборы – это некая фикция, некая условность, то сейчас 100% такого не будет. Сейчас будет много самовыдвиженцев, появятся новые политические партии, которые идут с запросом нынешнего времени. Поэтому мы очень-очень ожидаем, мы как политологи, ожидаем жаркую схватку различных политических сил, различных идей. Официально объявлено, выборы в Мажилис и Маслихаты пройдут в первой половине 2023 года. Тут никак с президентской кампанией. Заявить о себе есть шанс у всех политических организаций, было бы желание. Сейчас в составе Нижней палаты представители 3 партий – Аманат, Акжол, НПК. Возможно, в следующем году число увеличится. С 2021 года в стране действует новый порог для прохождения в Мажилис. Достаточно, чтобы партия получила 5% голосов вместо 7%. Политологи считают, 2023 может стать годом обновления политического состава страны. Это испытание для всей политической системы. Как недавно, президент сначала сказал премьер-министру, после этого премьер-министр на заседании правительства объявил всем министрам, что кто не готов, уходите. Пока это был устный призыв. Я думаю, в 2023 году для многих будет момент определения своего прибытия на определенной позиции. Поэтому я уверен, новые лица появятся 100% в 2023 году, как и из молодежи, так и из тех, кто не мог раскрыться при старом Казахстане. Спустя всего месяц после январских событий мы испытали новый вид страха в момент вторжения России в Украину. К страху войны прибавилось и ощущение ядерной угрозы. Сначала Путин грозил незамедлительным ответом, если кто-то из западных стран решит вмешаться, а затем привел силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Тут на полном серьезе начали говорить об угрозе ядерной войны и стали искать бомбоубежище. К слову, никуда это ощущение не делось, живем с ним 300 дней, а сама война уже воспринимается как затянувшийся локальный конфликт. В 2023 году ситуация внешнеполитическая будет только усугубляться. Нас все больше пытаются втянуть так или иначе в конфликт, чтобы мы заняли позицию, выбрали сторону. Благо президент, человек, который долгие годы работал в МИДе, он знает, как сохранять нейтралитет. И я очень надеюсь, что наша страна не будет втянута в конфликты, и мы сможем и 2023 год пройти под флагом нейтральности.
Осенью еще одно событие, за которым следила вся страна. Или даже играла в игру «Кто перед тобой?» – местный или приезжий. Пробки на границе, оборудованные ЦОНы для выдачи ИИН исключительно для граждан РФ. Такого исхода россиян, преимущественно мужского пола, Казахстан не видел никогда. В сентябре в страну въехали 1 660 000 россиян, выехали 1 640 000. За что было страшно тогда? За выросшие цены на аренду жилья, за то, что займут рабочие места. Вот, в принципе, если там в январе, феврале, в марте, апреле, июне, в мае, июне, там 5-7% росла экономика, то последующие месяцы она начала затухать там, и, допустим, уже там в августе мы там нулевой рост увидели, да, а, допустим, в октябре вообще минус 20. То есть это такой тревожный индикатор, показывает, что вот, как бы тот энтузиазм, который был в начале года у предпринимателей, у инвесторов, он, к сожалению, начал потихоньку сдуваться. Да? Другой момент, негативный момент, это то, что доходы населения очень сильно снижаются, реальные доходы. Это такой индикатор, как расходы населения на продукты питания. У нас в этом году вот второй, третий квартал, он там в районе 55%. 55% на еду это как? Половину на еду вроде нормально, доходов, да? Но если сравнить вот с другими странами по этому показателю, то несколько цифр приведу. К примеру, в Центральной и Восточной Европе у них этот показатель 18%. И он потихонечку снижается. 18%, у нас 55%, больше, чем в 3 раза больше. С одной стороны, с другой стороны, вот мы похожи по этому показателю со странами Африки южнее Сахары. Оказалось, бояться нужно было другого. Российско-украинский конфликт привел к сбою в экономической системе не только мира, но и в том числе Казахстана. И тут остается понять, чего ждать в 2023 году. Предупрежу сразу, экономисты, люди суровые, и пока получишь результаты после применения теоремы о неподвижной точке, бесконечномерной стохастической оптимизации и функциональной центральной предельной теоремы, итог может оказаться совсем не таким, каким его ожидают. Вызывает сомнение адекватность политики, экономической политики, которая проводится. То есть мы видим, с одной стороны, Национальный банк, он очень сильно повышает процентную ставку, пытаясь остановить инфляцию. Это один аспект. С другой стороны, вот на следующий год очень радикальное предполагается сокращение расходов госбюджета. То есть с 19% ВВП до 16%. 16-19, какая разница. Но 3% ВВП это примерно 7 миллиардов долларов. 7 миллиардов долларов, которые не пойдут в социальную сферу. Если вот эта политика сохранится, то мы идем к такому социальному кризису. Потому что, смотрите, с одной стороны, темпы роста экономики замедляются, вполне вероятно стагфляция. Соответственно, экономика не будет создавать такого большого количества новых рабочих мест. Раз, да? С другой стороны, текущие заработные платы не особо будут повышаться. А инфляция все это будет обесценивать. То есть уровень жизни будет снижаться. В общем, ничего нового. Обычная реальность, в которой мы живем из года в год. Мои слова подтверждает и специалист, который буквально видит будущее. Астролог по нашей просьбе рассказала об основных событиях следующего года. Он продолжит те же самые тренды, в которых мы жили. То есть мир для нас привычный полностью перевернулся. А финансовая сфера, конечно, будет рушиться дальше. Привычные для нас валюты, это доллар, евро, перестанут быть такими влиятельными, на их смену пока не придет ничего нового, не предвидится никакой глобально страшной пандемии, никакого голода, как многие любят нас сейчас пугать. Год в целом предстоит достаточно плавный. Подробный расклад по знакам зодиака можно узнать по этой ссылке. Переходите по видео, и вы узнаете, кто в 2023 году большой счастливчик, а кому не рекомендуется брать ипотеку. О ретроградном Меркурии астролог тоже, конечно же, рассказала. Ретроградный Меркурий, которого так все боятся, который несет нам ошибки в документах, дает нам непонятные ситуации, будет ретроградным всего лишь летом и осенью. По 3 недели это не страшно. Глобально для нас нам это не мешает. Но зато все лето, это июль и весь август,
будут сложности во взаимоотношениях с противоположным полом и с женщинами, в том числе у всех. Потому что Венера, планета, которая отвечает за отношения, будет в ретроградном движении в знаке Льва. И нам предстоит в любовных отношениях пережить период неудач и расставаний. Те, кому в том числе приходится делать прогнозы, глядя в небо, предупреждают, проблема изменения климата никуда не денется. 4 ключевых показателя уже достигли рекордных значений за всю историю наблюдений. Это концентрация парниковых газов, повышение уровня моря, теплосодержание и закисление океана. Но в Казгидромете сохраняют спокойствие. Даже с учетом меняющегося климата на планете, в 2023 году в Казахстане ничего экстраординарного с погодой произойти не должно. Температура воздуха предполагается выше нормы на 1 градус. На большей части республики количество осадков прогнозируется около нормы. В конце зимы и в марте на большей части республики температура воздуха прогнозируется около нормы. На 1 градус будет выше на западе республики. Осадки также в пределах нормы в феврале. В марте также ниже нормы осадков выпадет в центре страны. Как себя чувствуют казахстанцы, о чем думают и мечтают, и какое событие в их жизни было самым главным в 2022? Ладно, можно сказать, зарплата хорошая. Да? Да. Много заработали? Это секрет. Поступление медицинский. Хорошо прошло застроили. Нормально, жалоб никого нет. Радость от того, что есть внучка. Это самое огромное счастье. Знакомство с друзьями, с новыми. 22 жыл мен үшін жақсы болды. Шабытта оқитын қызым грантқа өтті. Я сходила на концерт Everglow. Это корейская группа. Внуки приезжали, ага, они учатся за границей. Вот это событие для меня, вот. Ну, а главное событие, чтобы было у нас тихо, хорошо, и чтобы люди не болели. Личностный рост был очень большой за 22 год. Вот это главное событие для меня. Чего достигли, может, поконкретнее? Ну, запланированных дел, как будто впервые первый год, когда то, что я планировал, все сбылось и даже больше, чем я ожидал. Главное событие в 22-м? Да. Ну, наверное, исполнение 18 лет. Мне Так сильно ждали? Да, именно 18 лет я очень сильно ждал. Почему? Ну, не знаю, все-таки, раньше это был возраст, позволяющий все тебе делать. Сейчас 21 почему-то, непонятно почему, кстати. У меня хорошие 3 внука родилось. Знаете, все мужчины. А я люблю девочек. Знаете, девочек не хватает у нас. Из 24 4 девчонки, а остальные все мужчины. Президент. Вот самое главное событие. Выборы? Да, Это позитивное для вас событие? конечно. Обязательно позитивное. Главное событие – это поступление в военный колледж имени Сагадата Кожахметовича на моем году. Я, влюбилась в одного пацана, который учится в 9 классе, но я учусь в 10. Я недавно призналась, но он отшил. Отшил? Да. Давайте продолжим список главных событий по вашей версии. Оставьте комментарий под этим видео, подведем свои личные итоги 2022. Год был разным, глобальным, пугающим, веселящим, успешным, но у каждого свой. Пусть 2023 будет хоть и сумасшедший, по мнению наших спикеров, но главное, без потрясений. У меня все сжег, еще увидимся.